Добрый вечер. Время вечерних новостей. В студии работает Айсулу Мурзакова. Президент Садыр Джапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях. Закон вводит ответственность за клевету и оскорбление, особенно если они распространяются через средства массовой информации, сайты в интернете или в социальных сетях. За такие правонарушения предусмотрен штраф для физических лиц – 200 расчетных показателей, для юридических лиц – 650 расчетных показателей. Кроме того, согласно поправкам, протоколы о правонарушениях по этой статье будут составляться органами внутренних дел, а рассмотрение дел будет осуществляться в суде. В соответствии с указом президента за значительный вклад в развитие экономики Кыргызстана ряд производителей были награждены медалью «Данг». Также предпринимателям были вручены почетные звания «Заслуженный работник Кыргызстана» и почетные грамоты Кыргызской Республики. Медалью «Данг» награждены Абдурахимов Равшан Хамрабаевич, учредитель, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Салих ЛТД Аламудунского района Чуйской области. Майлиева Шайлагуль Душоновна, директор общества с ограниченной ответственностью Продимпекс города Бишкек. Малабаева Нургуль Маликовна, генеральный директор открытого акционерного общества АКУ Сукулкского района Чуйской области. Маматов Акылбек Абдимухтарович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Альфа Ойл города Бишкек. Мамеджанов Аскарбек Мамедтурдуевич, учредитель, председатель правления общества с ограниченной ответственностью Алайку Органикс Карасуйского района Ошской области. Кадыров Суюндюк Кадырович, учредитель общества с ограниченной ответственностью Кантсуд из Сакатинского района Чуйской области. Усманбаев Азамат Рахимджанович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Масло и экстракционный завод Альфа из Сакатинского района Чуйской области. Почетное звание «Заслуженный предприниматель Кыргызской Республики» присвоено Абдрахманову Нурбеку Мурбековичу, председателю Совета директоров открытого акционерного общества «Каиндыкант» Панфиловского района Чуйской области. Акимджановой Рыскуле Абдыманаповне, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Байелим Компани» города Бишкек. Акунбекову Эрлисту Абакировичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Байдайкан» города Бишкек. Гайворонскому Денису Васильевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Кондитерский дом Куликовский» города Бишкек. Урумбаеву Мурзабеку Тургунбаевичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственностью Адал Азык из Сакатинского района Чуйской области. Укубаеву Туратбеку Галияровичу, учредителю закрытого акционерного общества Аталык Групп из Сакатинского района Чуйской области. Почетной грамотой Кыргызской Республики награждены Дегтярев Павел Викторович, генеральный директор открытого акционерного общества Канский цементный завод из Сакатинского района Чуйской области. Кочергин Павел Геннадьевич, исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью Умай Групп города Бишкек. Маматов Кудретила Абдилазизович, генеральный директор сельскохозяйственного садоводческого коммерческого кооператива Нокат Алмасы города Бишкек. Закрытое акционерное общество Кока-кола Бишкек Ботлерс. В заключительный день форума «Агродиалог-2025», проходившего в Бишкеке, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Төрөбаев подвел итоги работы и обозначил планы на будущее в агропромышленном секторе страны. Бакыт Төрөбаев подчеркнул значительный вклад сельского хозяйства в развитие ВВП страны и от имени президента Кабинета министров и от себя лично выразил благодарность представителям агропромышленного комплекса, агрохолдингов и всем работникам сельского хозяйства, участвовавшим в форуме. Он отметил, что агропромышленный комплекс является основой экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность и благосостояние населения. Изменение климата требует от нас корректировки структуры посевов в некоторых регионах. Однако мы можем обратить эти изменения в свою пользу. Например, производить востребованные продукции в регионах дефицитом воды и тем самым заполнять рынки. Для этого мы создаем надежную экспортную инфраструктуру, включая торгово-логистические центры, склады и сертификационные лаборатории. Мы будем активно внедрять инновационные технологии в сельское хозяйство. В производство будут внедрены передовые селекционные движения, ресурса и водосберегающие технологии, а также кластерные методы.
Председатель Кабмина Адылбек Асмалиев в ходе визита в Казахстан встретился с премьер-министрами Беларуси, Ирана и Казахстана. В Алматы прошла встреча с Романом Головченко, где обсуждались перспективы укрепления торгово-экономических связей и сельского хозяйства. Также обсуждены планы увеличения товарооборота до $500 миллионов США. В переговорах с Мохаммадом Резой Арефом речь шла о развитии инвестиционного сотрудничества и привлечении иранских инвестиций. Встреча с Олжасом Бектеновым фокусировалась на дальнейшей реализации договоренностей по укреплению стратегического партнерства. Казахстан – наш самый близкий сосед, братская страна, государство, с которым у нас тесные торгово-экономические связи. В прошлом году в кыргызско-казахских отношениях произошло много значимых и позитивных событий во всех сферах сотрудничества. Как вы сами отметили, они вывели двухсторонние отношения на новый уровень. В целом, я глубоко верю в укрепление нашей дружбы и братских связей. В Алматы сегодня проходит 7-й международный форум Digital Almaty 2025 Industrial AI технологии для новой эры. Мероприятие собрало представителей крупных диджитал-компаний, лидеров IT-бизнеса и экспертов цифровой отрасли. Форум посвящен прорывным изменениям в промышленности и влиянию искусственного интеллекта на будущее глобальной индустрии. Кроме того, в рамках форума состоялся пленарное заседание премьер-министров стран ЕАЭС, глав правительств Азербайджана, Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Ирана, а также руководителей Евразийской экономической комиссии. Сотрудничество. Кыргызстан и инженерии языковых моделей. Поддержка стартап. А теперь они это делают ради всеобщего развития технологий. При этом исключительно за счет AI может обеспечивать. Это демонстрирует доступность разработки таких технологий. Это упрощает взаимодействие граждан с государственными органами. Это не только внедрение передовых технологий, надежной инфраструктуры, которая обеспечит работу на данном направлении. Одним из к регулированию искусственного интеллекта. Госкомитет национальной безопасности предупреждает о мошенниках, представляющихся сотрудниками комитета. В последнее время они звонят гражданам, собирают информацию о них и требуют перевести деньги на безопасный счет или передать курьеру. Некоторые угрожают возбуждением уголовного дела, если не будет переведена сумма. ГКНБ напоминает, что сотрудники не ведут таких операций и призывает не доверять подобным звонкам. В случае сомнений можно обратиться по следующим номерам телефонов: 0312 66 04 75 62 65 04. В школе номер 93 города Бишкек зафиксирован факт избиения одного из учеников в туалете. После того, как видео инцидента распространилось в социальных сетях, оно вызвало широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как несколько учеников избивают другого школьника. Этот случай снова поднимает острый вопрос о необходимости предотвращения насилия в школах. Соответствующие органы начали расследование и сообщили, что ведутся работы по выявлению всех обстоятельств произошедшего. Данный факт зарегистрирован в АИЖУИ УВД Ленинского района города Бишкек. Для выяснения обстоятельств происшествия и предотвращения подобных ситуаций в будущем сотрудники УВД Ленинского района города Бишкек пригласили в школу родителей всех участников инцидента, а также самих учащихся. С детьми и их родителями проведены профилактические беседы. Эти мероприятия направлены на предотвращение подобных случаев в будущем, а также на воспитание у подростков более ответственного отношения к своим поступкам. В Кыргызстане могут запретить использование автомобилей с правым рулем в сфере такси. Такой законопроект уже одобрен профильным комитетом Джорку Кенеша. Кроме того, для таксистов вводится обязательное лицензирование и новые требования. Почему власти решили пойти на такие меры и как это повлияет на работу такси, подробности в материале Сымбат Алмазовой. В
Кыргызстане праворульные автомобили могут исчезнуть из сферы пассажирских перевозок. Согласно законопроекту, который рассмотрели в парламенте, лицензии на работу такси таким машинам больше не выдадут. Это связано с высокой аварийностью, так как только в 2024 году в ДТП с участием праворульных авто погибли 56 человек. Еще более 1500 получили травмы. Водители такси теперь должны будут получать лицензии и соответствовать новым требованиям. Контроль в сфере такси будет ужесточен. Это поможет снизить количество ДТП, сделает перевозки более безопасным. Мы провели анализ аварийности и видим, что именно праворульные машины чаще всего становятся участниками серьезных ДТП. Их конструктивные особенности и ориентация на левостороннее движение создают дополнительные риски на дорогах. В стране зарегистрировано более 180 тысяч автомобилей с правым рулем, но сколько из них работают в такси, точно неизвестно. Лицензии станут обязательными, а штраф за их отсутствие составит 7500 сомов. Также водители должны будут проходить медицинский осмотр, иметь стаж вождения не менее 3 лет и следовать новым требованиям. На сегодняшний момент по новому законопроекту по вопросу именно лицензирования перевозки пассажиров я полностью солидарен, точнее наша компания. Почему? Потому что лицензия это улучшает качество обслуживания, во-первых, наших пассажиров. Почему? Потому что лицензия не каждому дается. Чтобы лицензию получить водитель, машина должна соответствовать. И плюс здесь, оказывается, еще в лицензии рассматривается именно транспорт с правым рулем. В нашей таксомоторной компании, в нашей компании 40% праворукая машина. И из-за этого хотелось бы сначала подготовиться и безболезненно перейти. И тем самым помочь нашим водителям, и либо создать условия, чтобы они могли приобрести себе взамен стандартную машину, это леворульную машину, да, получается. Лицензия будет стоить 500-600 сомов в год. Компании, работающие в сфере такси, обязаны будут лицензировать весь автопарк. Также вводятся новые правила для междугородных перевозок. Водителям придется делать перерывы не менее 8 часов между рейсами. Цель – защита жизни и здоровья людей. Лицензирование позволит навести порядок в сфере такси, а медицинские осмотры и строгий контроль технического состояния автомобилей помогут предотвратить аварии. К тому же запрет на праворульные машины будет вводиться поэтапно, чтобы у водителей было время адаптироваться к новым требованиям. По данным специалистов, в Бишкеке ежедневно услугами такси пользуются 24 тысячи человек, а в регионах до 4500 пассажиров. Несмотря на возможные неудобства для владельцев праворульных автомобилей и таксистов, безопасность на дорогах и защита жизни граждан остаются приоритетом. Введение новых правил должно стать шагом к улучшению качества пассажирских перевозок и снижению аварийности. Важно, чтобы все участники процесса, как власти, так и водители, осознали ответственность за безопасность на дорогах и стремились к созданию более безопасной и эффективной транспортной среды в стране. Сымбат Алмазова, Самаган Тайырбеков, УТРК, Чуй. Министерство цифрового развития совместно с государственными органами в рамках исполнения решения Комитета по социальной политике Джорку Кенеша будут улучшать цифровые сервисы, которые сделают получение государственных и муниципальных услуг более удобным и доступным. В будущем людям с инвалидностью не нужно будет ходить по инстанциям и собирать множество документов. Большинство процессов будут переведены в цифровой формат. Цифровые решения позволяют людям с инвалидностью легко и без барьеров пользоваться государственными услугами, получая помощь быстро и удобно, говорится в сообщении. Детские сады Чуйской области переходят на новый уровень этнокультурного образования. В селе Тулек Московского района реализуется пилотная программа по внедрению этнокомплектов с STEM-ориентированного направления. Что это за комплекты и как они помогают детям изучать культуру и традиции, узнаем из нашего репортажа.
Национальная комиссия по государственному языку и языковой политике при президенте Кыргызской республики оснастила 15 детских садов Московского района этнокомплектами, разработанными специально для внедрения этнокультурного образования. Этот проект реализуется при поддержке председателя Жорку Кенеша Нурланбека Тургунбекулу, который выделил средства из своего фонда. Детский сад Кутьян в селе Тюлек стал одной из площадок для тестирования этнокомплектов. Этнонаборы изготовлены из натуральных материалов, которые содержат более 20 компонентов, среди которых юрта, шырдак, альчики и другие национальные символы, которые интегрированы с современными образовательными технологиями. Дети изучают традиции, учатся работать с этноэлементами, одновременно осваивают STEM-технологии, которые развивают моторику, творческие способности и словарный запас. Цель этой программы, мы хотели убедиться в том, что действительно эти этнокомплекты помогут в развитии вот в детских садах, в развитии в плане сенсорики, моторики и вообще в становлении расширения кругозора, понимания этого мира. И детям также интересно знакомиться через эти игры, допустим, с окружающей средой, в частности, именно, допустим, какие звери проживают на нашей территории, допустим. И все это в виде игр, в виде пазлов, в виде каких-то комплектов. Они сами работают, собирают здесь, какие-то головоломки есть здесь. Здесь также и геометрические фигуры есть. И все это влияет и на развитие сенсорики, моторики детей также, и становление и расширение вообще мировоззрения в общем. Директор детского сада Кутьян поделилась, что пилотная программа уже принесла первые положительные результаты. Как только нам привезли эти этнокомплексы, мы начали заниматься с детьми. Сперва опробовали на коллективе, нам очень понравилось. Потом мы опробовали на детях. Мы им показали, им очень понравилось. Вы даже сами видите, как они играют, не отходя от стола. На образовательный процесс очень хорошо влияет. Виден интерес детей, явно есть рост. В этнокомплексе есть пособия, где могут заниматься только старшие группы, а есть очень простые, мы даем их для младших групп. Педагоги также отмечают, что комплекты помогают развивать любознательность детей и дают уникальный опыт изучения окружающего мира через призму кыргызской культуры. Мы замечаем, как дети становятся более увлеченными. С помощью карточек, альчиков и других элементов. Они не только играют, но и учатся. Комплекты помогают нам интегрировать национальные ценности в занятия, что особенно важно в дошкольном возрасте. Проект находится на стадии тестирования, но уже вызвал интерес в других регионах страны. Если результаты будут такими же успешными, этнокомплекты могут появиться во всех детских садах Кыргызстана. Сымбат Алмазова, Джумабай Сманалеев, УТРК Чуй. Зима в самом разгаре, а горнолыжная база «Орловка» принимает сотни гостей, предлагая отличные условия для активного и семейного отдыха. Это место, где каждый может испытать острые ощущения от катания на лыжах и сноуборде, насладиться прекрасными видами и отдохнуть на свежем воздухе. Зима в самом разгаре, а горнолыжная база «Орловка» принимает сотни гостей, предлагая отличные условия для активного и семейного отдыха. Здесь каждый найдет что-то для себя, от катания на лыжах и сноуборде до неспешных прогулок по заснеженным тропам. А городская администрация оказывает всестороннюю помощь и поддержку данной базе. Со стороны мэрии оказывается всяческая помощь для развития туризма. Например, со стороны мэрии
очищаются от дороги, да, подъездные дороги, скажем так, подсыпки с песком для предоставления условий для наших туристов, для гостей. Также в городе Орловка есть места по прокату лыж. Мы всегда готовы выделять земли для таких объектов. Во исполнение указа президента мы всегда готовы поддержать наших туристов, всегда готовы поддерживать спорт. И в дальнейшем, еще в 2025 году, есть планы по развитию. Это все мы непременно будем все осуществлять. Сейчас мы спускаемся по канатной дороге одной из самых знаменитых и популярных горнолыжных баз Кыргызстана – Орловки. Отсюда открываются прекрасные заснеженные виды на вершины гор, а также живописные окрестности. Зимой здесь функционируют трассы для катания на лыжах и сноуборде. Работают канатные дороги, откуда открывается живописный вид на заснеженные горы. Летом же база превращается в центр активного отдыха, где гости могут прокатиться на родельбанах. Наша горнолыжная база Орловка была открыта в 1985 году. С этого момента мы уже работаем как лыжная база. Зимой как лыжная база для лыжников работаем, а летний период уже у нас трасса Родельбана работает. Во время каникул у нас туристов много. Где-то 1000 или 1500 вот лыжников приходят к нам, и мы их обслуживаем. И вот еще хотим добавить что-нибудь именно для зимнего катания, тюбинги, что-нибудь вот эти хотим для детей уже поставить. В планах есть у нас. Отдыхающие единодушны. Орловка – это место, куда хочется возвращаться. Нам очень повезло с погодой, а вид с канатной дороги просто захватывает дух. Делятся впечатлениями отдыхающие. Погода жақсы. Я приехал из Бишкека, и это место превзошло все мои ожидания. Прекрасно подготовленные трассы, уютная атмосфера и отличный сервис. А еще повезло с погодой. Солнце и свежий снег сделали наш отдых хорошим. Уже планируем следующий визит с друзьями. Очень классное место, я здесь впервые. Склоны очень четкие, я бы сказал, трасса очень хорошая. Бишкектен келдик. Буга чейин теб эле жүрчүбүз. Ошо Орловканы атайын келе көрүп кетелик деп келгенбиз. Ночной катаниясын деген реклама көрүп калганбыз, ошон үчүн келгенбиз да. Шарттары жакшы, канаткалары өз орду менен иштейт. Трассасы жакшы, муз эмес, тайгаланбайсың. Ошо да башка горнолыжкаларга барып жүрөбүз, бирок мыктуу деп ойлойм. Сейчас мы находимся на вершине данной горнолыжной базы на высоте 1400 метров над уровнем моря. Именно отсюда открывается прекрасный панорамный вид на горы, покрытые снегом. И здесь буквально захватывает дух. Кажется, что ты находишься на вершине мира. Инструктор Манас Ешимбеков работает на горнолыжной базе Орловка уже много лет. Каждый день он помогает десяткам отдыхающих сделать первые шаги на лыжах или улучшить свои навыки. По его словам, самое главное в работе инструктора – терпение и индивидуальный подход. В наши обязанности входит, чтобы мы за короткий промежуток времени максимально поставили на лыжи. В основном это, конечно, дети, молодежь, но можем тренировать и пожилых людей любых возрастов. В первую очередь, чем мы обучаем, это безопасность и чтобы они не получили травму. Это в первую очередь входит в обязанности инструктора. И правила поведения на склоне, этика, это тоже все входит в этот инструктаж. Как их одевать, снимать лыжи. Как пользоваться канатной дороги, как соблюдать безопасность на склоне. Самое главное, чтобы начинающий лыжник не получил травму. Горнолыжная база Орловка – это сочетание прекрасной природы, развитой инфраструктуры и уютной атмосферы. Поддержка со стороны города и стремление к улучшению делает это место популярным как среди местных жителей, так и среди гостей со всей страны. Айкен Муратбекова, Самаган Таирбеков, Данияр Телебалдиев, УТРК Чуй.
А теперь блок мировых новостей. В мире технологий и науки продолжают происходить удивительные открытия. Япония представила первый серийный летучий автомобиль, который может стать решением проблем с пробками в будущем. Китай внедряет роботов-учителей, которые помогают детям, особенно в регионах. Эти и другие новости в мире в нашем следующем материале. Япония стала первой страной, которая успешно протестировала серийный летящий автомобиль. Эта инновационная машина, в отличие от обычных автомобилей, может взлетать и приземлять на ограниченном пространстве, например, прямо на крыше здания. Разработчики уверены, что такие автомобили в будущем станут частью городского транспорта, решая проблемы с пробками и дефицитом парковочных мест. Пока что тестовые экземпляры преодолевают небольшие расстояния, но в будущем планируется разработать полностью функциональные модели для массового использования. В китайских школах начали использовать роботов в качестве помощников для преподавания. Эти роботы оснащены искусственным интеллектом и могут взаимодействовать с детьми, помогая учителям в обучении, особенно в отдаленных регионах, где не хватает квалифицированных педагогов. В некоторых школах роботы уже проводят уроки и помогают учащимся осваивать новые материалы. Этот проект направлен на улучшение образовательных стандартов и доступности знаний для всех детей, вне зависимости от местоположения. В Сингапуре была разработана уникальная система, которая позволяет извлекать питьевую воду из влажного воздуха с помощью солнечной энергии. Эта инновация призвана решить проблему водоснабжения в районах, где вода является дефицитным ресурсом. Прототипы системы уже успешно функционируют в некоторых районах города, и разработчики уверены, что эта технология может быть применена в других странах с аналогичными климатическими условиями. Это открытие может стать важным шагом к устойчивому управлению водными ресурсами в будущем. В Австралии был обнаружен самый крупный муравейник в мире, площадь которого превышает несколько футбольных полей. Это сооружение, состоящее из миллиардов муравьев, является домом для одной из самых крупных колоний муравьев на планете. Ученые считают, что муравейник может быть и древним и существовать в этой местности уже тысячи лет. Изучение таких гигантских муравейников помогает ученым лучше понять поведение социальных насекомых и их влияние на экосистему. На этом у меня все. И эти и другие новости более подробно вы можете узнать на нашем официальном сайте УТРК Чуй, а также в социальных сетях Instagram, Facebook УТРК Чуй. С вами была Исло Мурзакова. Ну а далее прогноз погоды на завтра.